Им аплодируют и говорят громкое спасибо. Главных героев Великой Отечественной сегодня в центре Казани встречают студенты и волонтеры. На торжественный прием со всей республики приехали сотни ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь же раздали георгиевские ленты и значки «Красная гвоздика». В свои 98 он бодр духом и в добром здравии. На фронт Анвар Низамов уходил 17-летним парнем. За спиной участника битва на Курской дуге, освобождение Северной и Восточной Европы. Нас, молодых шоферов, отправили на Курскую дугу. Тогда шло сражение под Прохоровкой. После этого освобождал Молдавию, Румынию, Белоруссию и Украину. Участвовал и в штурме Берлина. На праздник из Альметьевска приехал и Николай Петров. Во время Великой Отечественной он работал на буровых установках. Мне было 13 лет, это 43-й год, я уже работал, Петумзавод. В работе трудностей я не считал никакой. Трудились, да. Я обвязывал буровые, запускал. Для них сегодня праздничная программа. В зале те, кто выдержал все ужасы войны и вернулся победителем. На фронт в годы Великой Отечественной войны отправились больше 700 тысяч татарстанцев, больше половины из которых не вернулись. Звания Героя Советского Союза были удостоены 353 татарстанца. Но без преувеличения героями можно назвать всех ветеранов, которые не щадили своей жизни за родину, за своих близких. Вклад каждого неоценим. Об этом говорит Рустам Миниханов. Вы стойко выдержали тяжелейшие испытания и освободили мир от фашизма. Ничто не сломило силу вашего духа и волю к победе. Вы пример безграничной преданности Отечеству, любви к Родине и к своему народу. Тех, кто приближал победу, но не вернулся, почтили минутой молчания. Память о всех жертвах Великой Отечественной войны будет вечно жить в наших сердцах. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания. Сегодня сыны и дочери получают награды своих отцов и дедов. К ордену славы третьей степени документы президент вручает дочери Фатхуддина Садыкова. Должен был вручиться в мае 1945 года за совершенный подвиг при освобождении Австрии. О существовании этого ордена славы он сам и не знал. Мы это обнаружили в архивах. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте. Удостоверение к ордену Красного Знамени за своего деда получает Николай Урюпов. Иван Медведев был пулеметчиком, оборонял Ленинград. Когда дед отстреливался и поражал фашистов, тоже был очень серьезно ранен. Но он поле боя не бросил. Я считаю, что мой дед не только герой военный, но и гражданский. Воспитывал после войны 16 детей. В самые тяжелые годы они проявили самоотверженность, выдержку и мужество. В их честь сегодня песни и самые громкие аплодисменты, и самые теплые поздравления от Олега Газманова. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.